Салем достар, Калайсис, Бул Каштанов, Менен Каштанов реакшн Арнама Кош Кельдинизер. Сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Моя новая работа в США». Ребята, кто не в курсе, это казах, который переехал в Соединенные Штаты Америки и там работает, по-моему, электриком, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня уже была реакция на видео с этого канала, и он там был электриком. Но, судя по названию, моя новая работа в США, наверное, он поменял род деятельности. Поэтому давайте вместе посмотрим. Думаю, видео будет интересным. Прежде чем мы приступим, Копра Ахмед за то, что подписывайтесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка, проходите, прожимайте. Также подписывайтесь на мой Бусти, там выходят реакции на фильмы и сериалы, и даже на аниме. Все ваши топовые казахские фильмы я посмотрел. Сейчас смотрю крутой сериал «Карапайм Кайрат», невероятно смешной. Практически с каждой серией валяюсь под столом, что называется. Также реакции на полнометражные фильмы. Крайние фильмы — это «Остров проклятых» и... В общем, ребята, контента очень много, я даже сейчас всего не упомню. Переходите, чекайте, подписывайтесь. Ну а мы приступаем. Кетка. Я вернулся, платит в 2 раза больше. Рад тебя видеть, брат. Оборудованная в санузле, бля. Хотите увидеть инсталляцию от первого лица? За это Неплохо. мы получаем $20. Опа-на! Это BMW 4 кабриолет в М-пакете с красным салоном. $20 в час? Вынимаем и вставляем к нам. Смотрите, Не, Мерседес. Ну, я Всё как на всегда, месте, на он своей электрик. любимой Сиене. Ой, здесь столько всего. по-прежде. Сегодня мы По-прежде в электрик. вершине мира. Top of the world. Всем привет, дорогие друзья! Я вернулся и на ваши экраны, и в Калифорнию. Вот такие дела. Где-то в сентябре или в октябре поступило предложение, что открылся проект в Калифорнии. Есть работа. Это не коаксальный кабель, не коакс, а уже оптоволокно. Так интересно, казах приветствует на русском, я русский из России приветствую на казахском. Я прошел за 3, отучился, вышел на раут и офигел. Работа намного легче, платит в 2 раза больше. А подробности в следующем выпуске. Посмотрите, как я стал файбер-техничным. Ну, в любом случае, красавчик. Мы уже на работе, очередная инсталляция. Я тут пытаюсь заехать с заднего двора. Зацените, ребят, кто-то в туалете спит. Это комната, оборудованная в санузле, бля. Охренеть, ребят. $2. Полностью убираем, ставим новое. Погнали. Хотите увидеть инсталляцию от первого лица? Погнали. У нас здесь такая работенка. Кто сказал, что путь к американской мечте будет легким, да? Где там будет Спать в туалете. В туалете, блин. Кто-то оборудовал там комнату в туалете. Вот Вообще. он наш столб. Ну что, начнем по порядку. Знакомить вас, что такое Fiber, что такое Frontier интернет. Немножко отличается инсталляция от кабеля. Вот эта черная штучка, видите, которая кабеля вот так заходит, называется терминал. От терминала мы тянем драп. Драп — это линия, которая будет идти в дом. Доставим лестницу. Лестница довольно-таки туго затянута, потому что на хайвее летишь. Если она слетит, то могут быть жертвы. Прежде Ну чем да. что-то делать, Пункт сначала назначения, чтобы не да? забыть, закрепляем лестницу. Сразу ассоциации. Вот так вот. Вообще в этот дом драп уже протянут, но он старый. И так как мне платят 54 цента за 1 фит, вот, например, я сейчас буду 200 фит тянуть, это $100. За то, что я буду тянуть. Плюс новая инсталляция $118 стоит new install. Если, ну, за каждый я буду постепенно вам рассказывать. 200 фит драп ищем. В принципе, можно и 250. Не знаю, вам плохо видно. У меня на шлеме закреплена камера. Ну, вот здесь такие вот вещи убираем. То, чтобы Вроде держать. видно. Это 250 фит. Чем больше моток, тем больше денег. В пределах разумного, конечно. Побольше распутаем, потому что Интересно, нам сколько нужно у нас зацепиться там, потом в наших протянуть регионах сюда, оплачивает поставить сюда за лестницу такую и работу? потянуть до дома. Подразумеваю, Такое что ощущение, гораздо деревня меньше. какая-то. Надеюсь, никто ездить не будет. Здесь у меня такая чудо-сумка.
Все здесь. Zip, терминатор, кусачки, ножницы. Ну это не ножницы, по металлу, грубо говоря, ножницы. Отвертка двусторонняя, изолента, всякие саморезы, клипсы. Все под рукой должно быть у профи. Обязательно сначала оденем ремень. Ремень безопасности. Страховочный. Здесь у меня все готово. Видите, по красоте все лежит. Все, что нужно, я разложил в такую вот сумочку, в такую коробочку. Все, что мелкое мне нужно в основном. Зашел, хоп-хоп-хоп-хоп. Так, один туда, два сюда и один в конец. Разумно. Откручиваем. Здесь вот такой вот есть со стрелочкой. Там есть специальное посадочное место. Вот он наш терминал. Весь занят, но мы сейчас старый, который был, мы сейчас его отрежем. Сейчас зацепимся. Офигеть, вот эта кипа Чтоб проводов случайно не просто слететь. висит. Какие у нас тут карабинчики. Опацы. И все. Так, какой же тут наш якорный бабай? Я туда поставил красный И это лазер. Калифорния, да? Должен был понять, какой наш. Так, ну вот я нашел. Как это так максимально Это все старый. небрежно, кучно. Теперь подключаем По-моему, новый. уже даже Так, у нас такого нету. Более-менее все видите, как-то вот сюда аккуратно. так зацепимся. Идеально. Так, это мы закрепили. Там мы зацепились. Идем туда. Открываем. Спускаем. Все туда. Плюс, по-моему, в Калифорнии зимы нету, да? Подобную работу можно выполнять круглогодично. Так, вот это вот наш старый. Мы его сейчас чпоньк и отрежем. Это За он это мы что? получаем $20, то, что убираем старый. Опа-на. Это он, получается, на С провода этой стороны то же стремянку самое. поставил? Опа-на. А, там металлический $20 трос, все в вижу. кармане. Так, теперь Нет, это нифига сюда себе, надо думаю. расслабить, здесь убрать. И затянуть свое. Это у нас, получается, натягивается с той стороны. Здесь сделан небольшой луп. Запас. Слабину, как говорится. Натянули, закрепили. Лишнее чпоньк. Чпоньк. И все. С этой стороны у нас все готово. Поставлю лестницу туда, обрежу кусок. И пошли дальше. У вода. Так, мы тут сможем запрыгнуть. Должны. Нормально. Потянем. Еще надо навыки паркурщика иметь, Вот да? так вот это При будет такой всё работе. Так вот. И все. По красоте. Не, ну, ребят, Нам нужно согласитесь, по-моему, биться у вот нас сюда. Мы даже в попадем аулах сюда. или в деревнях электрика гораздо аккуратнее Ну, как-то так в всё целом. выглядит. Здесь Берем что-то стикер, вообще просто. Пошел сюда. Я там такого луп, вообще давно и не пошел видел у туда. нас. Собираем лестницу. Не знаю, как у вас И там в Казахстане заканчиваем дела с внутри. этим обстоят. Кстати, лестница углеродное волокно, только не проводящее. Легкая, да? Специально нужно для кабельщиков только такое. И, соответственно, оно легкое. Вообще, желательно вам иметь 28 фитов. Ну, у меня 24. Пока везде доставал. И в всяких таких засранных бакьярдах, если короче лестница, легче проходить. Сразу закрепляем лестницу, чтобы не забыть. А то у некоторых случаев бывали датчика. Доезжали домой, а лестница Без просто лестницы. посередине балансировала. Ну что, так мы кидаем драп. Погнали внутрь. Ну что, берем наши инструменты. Погнали. Пошлите, покажу, как будет внутри все. Вот здесь это все будет. Это вот снаружи отверстие. Сюда. Мы все демонтировали, все кабеля сейчас убираем. Отверстие у нас есть. Идем снаружи делать. Интересно, а почему наружу вынесли весь этот щиток приборов? Как же осадки атмосферные?
Ну, наверное, он защищен, конечно, но все же странно. Он Так там как это висел себе файбер, за телевизором и не мешал. весь этот остаток, всю эту слабину нужно выкручивать и сматывать ровненько. Нельзя как попало смотать и поставить. Он может обломиться, и сигнал будет проходить плохо. Так что такое тоже есть геморрой. Чем больше ты драпа возьмешь, тем больше будешь потом сматывать. За это я получаю деньги, е-мое. Ай-яй-яй, красавчик. А потом скажут, а почему так много, да? Почему такой большой метраж? Так вот он, запас есть. Денежки в кармане. Кастомер угостил. Минералка со вкусом. Возьмите себе на заметку, кто-то будет в Казахстане Казахтелекомовец или какой-то кабельщик приходить, угостите его каким-то напитком. Ну, бля, здесь-то в Америке у каждого в холодильнике есть разные напитки. А в Казахстане, ну, у кого будет. Почему бы нет? Дайте ему что-то попить, будет приятно. У нас что, нет пока такой я культуры в складываю, целом. расправлять Ну, это стакан потом, воды, то есть, базар жёг, но сходите, чтобы там посмотрите, что-то, какой-то кто пошел напиток. выбирать себе новое авто. Вперед. А я тут маленький мальчик. Не, у нас ремонт, когда в делали, магазине в чай салоне предлагаем BMW, всегда только что-то перекусить. протестировал Это прям вот машину, которую хотел. всегда. Но когда мелкая работа, Блин, иду вот и не могу наглядеться. Смотрите. Это BMW 4 кабриолет в М-пакете с красным салоном. Что сделал тест-драйв, прокатился, едет, конечно, не как М-ка, но Огонь. едет. Очень красиво. Еще пока еще не новый интерьер именно в 4. Но, блин, очень классно. кабрик. Она стоит 62 тысячи. Ну, это из-за М-пакета и так далее, из-за красного салона. Вот такие дела, хожу тут облизываюсь. Есть такие же 4, только бэушные. Сейчас я вам покажу. У них уже есть вот тройки в новом салоне. Вот что я говорил про новый салон. Вот смотрите, про этот монитор. Как у Мерседеса 222. И красный салон. Можно вот такую, конечно, купешку взять, но я именно хочу кабриолет. Для Калифорнии считаю, что это самое то. Такое же ощущение, когда сыну говорю. Да, ребят, вот он уровень, да, когда электрик в Америке, ну, в данном случае в Калифорнии, рассматривает покупки новые BMW кабрики. Да. Уровни, конечно, в целом просто как из параллельных вселенных у нас и у них там в этом плане. Ну, это как бы, что уж, это объективно, факты. Говоришь, пошли я тебе куплю игрушку или что-то такое, он уже начинает сразу в припрыжку идти. Уже excited, уже не может, не дождется, уже едем, уйдем в магазин, он не идет, он в припрыжку. Как я прям. Вот они, красавцы. Вот то, что вы видите большими цифрами, это в месяц цена. 600, 578, 598. Но это цены в лиз. Грубо говоря, в аренду Лизинг. машину берешь. Ну на да. 36 месяцев. И ограничение по милям 7,5 тысяч миль в год. Этого, конечно, я не ожидал. А так, очень красивая тачка, едет, звучит, опции, все дела, все, что мне нужно. А тут дальше есть. будешь Это доплачивать, только да, салон за BMW. мили? Я еще хочу заехать в Мерседес. И все. Я, как и обещал, у перекупщика самого главного в Америке, называется он CarMax. Смотрю, тут Мерседес. Вот у меня есть выбор, Старенькие, либо купить старенькие. 4 BMW, либо Ешку Мерседес. Ну вот здесь вот есть такие экземпляры, как 19 год, C300, 16 пробега, 42 тысячи. Салон, конечно, уже старый. Прикольно, красивый, базаров нет. Но уже старовастый. Смотрите, здесь какой салон. Коричневый. Ну, как и, в принципе, и BMW было. 47, это Блин, казах 20-й красавчик. год, 13 тысяч пробег. А Ешку я не вижу. Ешка кабриолет должна быть здесь, я не вижу. Вообще, Работает, в да? моем пределе до 50 тысяч, очень много вариантов. Видим, в каких Конечно, условиях работает. Я бы Работа хотел Porsche, достаточно Прям мечта, но они очень нелегкая. дорогие. Но Вот, вот и например, выхлоп, 13-й что называется. Хочется все равно более свежие Варианты машины. выбора крутых тачек. 13-й Ну, в год, целом, 50 уровень. тысяч пробега, 40 тысяч она стоит. И уже достаточно так подзатертая, вот посмотрите на руль. Прикольный интерьер, конечно, цветной, но это все равно старенькая машина. Хочу такой найти Бокстер, старенький, там 2001-2002 год, и сделать из нее проект. Ну-ка дальше смотрите уже в выпусках. Вот тоже красивый Porsche. И стоит, это 16 год, 911, 42 тысячи, 71 тысяча долларов. Не, такой прайс я бы не хотел, конечно, вкладываться. Спокойно можно взять X3 новый. Ну и Воки, Рейнджерки я даже не рассматриваю. Я рассматриваю, вот у меня критерии такие.
Так как это автомобиль мечты, обязательно должен быть цветной салон, не черный. Это должен быть немец Я обязательно. так понимаю, BMW первую либо машину, да, Mercedes. себе выбирает? Toyota Lexus даже не предлагайте. Это не машина мечты. Ху-ху-ху. Сейчас казахи напишут по поводу Toyota, особенно Camry, да? Сразу ассоциация. Как так? Как так? Почему? Или только в Казахстане Toyota Camry котируется? Спокойно можно Теслу опять купить. Вот она, как у меня. Помните, была? Кстати, кто много часто Нет. спрашивает, Теслу я свою продал. не первая. Давно уже, еще в апреле. 20-й год, Model Y, Long Range, как у меня. Только здесь 28 тысяч пробег, 58 900. Я продал свой 21 год, 15 Ну, в принципе, пробега. электрик ездить на, на Такие дела. электричке, Купил за все как 55, бы продал за логично. 60. Еще 10 разумно. месяцев катал. Вот еще одна, как у меня. Сломается, может 21 починить. год, Model Y, 22 53. А, это перформанс. Всё? А нет, не должен быть. Это не перформанс, это long range. Почему обманываете? Ладно, немножко окунулись в лакшери, да? Теперь возвращаемся в реальность. Следующий очень важный этап. Это мы должны активировать наш сплиттер. То есть Не, ну такая работа не красный пыльная, да, лазер. ребят? Очень вредный для глаз. В глаз его нельзя направлять. Втыкаем его в наш драп. Оставляем. Где-нибудь. И идем на хаб искать. Ну а следующий этап, заходим в приложение и смотрим, где находится наш хаб. Он находится на 900 фит отсюда. Нужно ехать и активировать сплиттер. Погнали. Ну что, вот он, наш хаб. H417. Вот он, видите, красный лазер. 43-й порт, это мой. И у меня тут есть номер сплиттера B6. Как он так, в смысле, видите? Это что, оптоволокно, и поэтому оптоволокну вот этот вот свет передается сюда, что ли? Просто я тут не увидел ничего красного. Вводим. Вот так должно выглядеть. Не всегда удачно получается найти хаб. Иногда он вот так стоит, иногда он просто на земле, иногда под землей. Всегда лотерея. Лопата Сегодня нам есть в повезло. салоне? Пошли подключать. Ребятки, вот как все так все выглядит. Это indoor хаусбакса, Xpon ONT, Power адаптер, роутер Iro. Все закреплено. Все по красоте, граунд, все есть. Пожалуй, это самая лучшая и опрятная вещь в этом доме. Сейчас покажу снаружи. Ну что, вот так все выйдет в конечном итоге. Это мы сейчас все смотаем, закрутим, засиликоним. Нормальный Да, там внутри я запас вам кабеля. показал. Вот такая работа, 250 фит, 0,54 цента за фит. Плюс новая инсталляция $118, плюс то, что мы старый драп убрали, $20. Сколько что-нибудь обошлось? приукрасим. Вот такая вот первая работа. Потратил я вместе с камерой, наверное, часа полтора. Плюс за полтора часа можно сделать такую работу. $300. Так и работаем. Погнали дальше. Едем на очередную работу, ребятки. Как Так, вам $300, инсталляция от первого да? лица? 7 тысяч рублей по-нашему, это получается 21 тысяча рублей за полтора часа, да? Ну, неплохо, мягко говоря. Бензин $4,5. 3,9 иногда бывает. Каждый день по-разному. Но зимой обычно в Америке бензин дешевеет. Немножечко. Но сейчас вообще в Америке такой кризис. Если честно, я вот 10 лет назад был в Америке. И Серьезно? спустя 10 лет я приехал в Америку, особо ничего не подорожало, я прям офигел. В Казахстане чуть ли не 2-3 раза все успело подорожать, тут ничего. И тут за последние вот полгода все прям сильно подорожало. Не в 2 раза, конечно, но ощутимо. Ощутимо не для Интересно. кабельщика. Если вам работа не приносит такое удовольствие, как мне, вы работаете не там. Погода шикарная, просто Согласен на все работай, не 100%. хочу, радуйся Согласен. жизни. Кайф. Ну, я, как всегда, на своей любимой Сиене. Купил я, как приехал, 2001 год, 190 тысяч пробег, едет шикарно. $2000. Никаких проблем, никакой тебе там трак огроменный, ничего не нужно. Все наверх закинул, Все в салоне. сиденье Электрика. выкинул, все вовнутрь. Ой, здесь столько всего.
Хотя мы устанавливаем, в Frontier мы устанавливаем только интернет, что, конечно же, большой плюс. Быстренько интернет установил и потерялся. Давайте кратенько вам расскажу. Вот вы видели Power адаптер. Они вот идут в таких маленьких коробочках. У меня все тут сложено. Коробочки. ONT-шки XPON, GPON. Только два вида. Ну, типа модемов, но Optical Network Terminal это ONT. Для двух разных сплиттеров. Вот такие роутеры есть попроще. Так иногда даем, когда... Я иногда даю, когда клиенты старые, там не могут разобраться с телефоном, там бабушки, дедушки, я им даю там все на боксе, название Wi-Fi и пароль, все на коробочке. А вот есть вот такой вот... А что, кончился? Хреново. Ну, у меня там еще одна коробка. Iro. Довольно такой красивый роутер. Ну, как здесь в Америке принято говорить, это Mesh System. Ставится основной роутер и беспроводной дополнительно, он как extension. Он просто ловит с этого с основного роутера сигнал и раздает в другой комнате. Это драпы, которые мы тянем. Я туда все необходимый инструмент уже разложил вот так по боксам себе, чтобы было удобно, чтобы быстренько то, что нужно, зашел, взял. Пластиковые клипсы для проводов. Иногда мы через коакс можем провести интернет. Это все для коакса. Это чтобы можно было заатачить дропы на крышах там или на... Это вот клиперы эти для драпа. Это заглушки. Это потом тоже покажу как-нибудь. Эти вот кабеля для пауэра. Зип-тайты. Эти переходники с дропа на ONT. Переходнички с софт-драпа на обычный драп. Ничего не понятно, но очень такие интересно. саморезики. Очиститель. Вот такие вот баксы. Это Inside Indoor House. Это который ONT-то устанавливаешь внутри, где-то где-то в закрытом помещении. Это Outdoor. На улице. Непромокаемый и так далее. Небольшая лестница. Всякие инструменты. Ну и, конечно, сопутствующее оборудование. Все, что нужно для техника. Ну а тем временем я приехал на обед. Такое у меня блюдо. Чикен терияки. Рис, курица и салатик. Приятного мне аппетита. Хайкинг, верхушка мира. Какая-то интересная локация, судя по всему, красивая, да? Ну, допустим. Всем привет! И сегодня мы вещаем из Orange County, Лагуна Бич. Сегодня мы с друзьями собрались. С вами я, ваш любимый блогер RS Club 7. Сегодня мы на вершине мира, Top of the World. По ощущениям тоже как казах, да? Ну да, живописно на фоне моря, на фоне океана, то есть море, говорю. На этом очередной выпуск подходит к концу, и вам небольшой совет. Конечно, пока вы иммигрант, выбирать не приходится, но постарайтесь устроиться в американскую компанию. Это небо и земля. Официально, да? Как там вас ценят, как там вас обучают, как вас там мотивируют каждый день. Очень круто. Например, мы договаривались на 6-дневную рабочую неделю, так как сегодня работы мало. Ну, вообще зима в Калифорнии, вообще в Америке зимний период очень slow. А, это зима Все там? загибается, все потухает и летом опять расцветает. Так как slow, среда у меня выходной, я все равно получаю часовую оплату $35 в час за 8 часов, $280. А первые 2 месяца я получал плюс per diem $130. Шикарно, шикарно. Мне все нравится, меня все устраивает. Зарплата Одному тут хорошая, вообще хватает, да? Одному, работа если... есть, коллектив хороший. Почти каждый день я в тройке лидеров. Выполняю самое большее количество работ. Иногда первый, иногда второй. Это была моя новая работа. Я теперь Fiber Technician. Я вам показал полную инсталляцию.
показал, что планирую купить, что хочу купить, Удачи, чтобы удачи, наслаждаться удачи. жизнью в Калифорнии. Красавчик. Так как в моей жизни сейчас глобальные изменения на личном фронте, Ага. но вам об этом знать ничего не нужно, вам только нужно смотреть и наслаждаться. В этой связи Ну а зачем тогда закинул информацию, а? Интрига, интрига. выпуски будут выходить редко, так как вы не ставите лайки, не репостите. Давайте договоримся так. Следующий выпуск будет называться «Как живет простой казах. Часть 2». Спустя 1 миллион просмотров вы увидите мой новый автомобиль, увидите, как я научился сплайсить. Это что дальше я планирую делать как файбер технично. И в целом, что изменилось за 2 года после выхода первого ролика «Как живет простой казах», который посмотрели более 250 тысяч раз. Кстати, по-моему, на это видео у меня есть реакция, но давно уже делал. Как раз таки на это. Вот такие дела. Катаюсь я на океане, на роликах, в ушах Маргуласи Симбай. Думаю, как двигаться и что делать дальше. И вам советую, проводите время с пользой, в удовольствие и с мотивацией в ушах. От вас я жду репосты, комментарии. Если вы ждете мои выпуски, мои ролики, то, пожалуйста, помогите набрать аудиторию. Пока на канале 14 700, кажется, подписчиков. И 20 тысячам будет следующий ролик. Ну что, ребят, это был очередной влог на моем канале. Всем удачи и пока. Так, ну что, 14 тысяч добыло. Сейчас 15 500 уже. 2 недели назад. За 2 недели 2000 подписчиков. Так, ну что, я уже давно подписан. И лайк прожал. Ребята, давайте поддержим вашего земляка, да. Ну, почему говорю вашего? Потому что 80% кто меня смотрит, это казахстанская аудитория. Ссылка на оригинальное видео в описании. Давайте перейдем, подпишемся, прожмем лайки, посмотрим другие видео. Ну, у человека цель есть, стремление, помимо реальной жизни еще что-то хочет и онлайн сделать, какие-то достижения, чего-то добиться. Надо, как говорится, помочь. Все, я со своей стороны все сделал. Ссылку закинул. Ребята, давайте тоже все не поленимся, пройдем на это видео по ссылке в описании и, соответственно, тоже подпишемся, нажмем лайк, ну и будем смотреть. Мне интересно. Так, на этом все. Всем пока, удачи, до встречи.